Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем братьям, кто зашел к нам в гости, всем тем, кто в дальнейшем, иншаллах, нас услышит. У нас по календарю, если я не ошибаюсь, 18-го Зуль-Хиджа, 1447 год, по юлианскому, соответственно, 4 июня 2026 год. В начале эфира еще раз хочу обозначить. Я на наших эфирах обычно стараюсь излагать свою точку зрения, как я вижу сегодняшнюю ситуацию, которой мы все являемся свидетелями, которые на наших глазах идут на мировом пространстве, геополитики, политики и во всех других аспектах. Я стараюсь оставаться над ситуацией, стараюсь мыслить, рассуждать как независимая сторона этих процессов, как я сказал выше, по переформатированию новых правил игры, за которыми в основном стоят олигархи, власть имущие наднациональные элиты, которые стараются, по крайней мере, вводить контролируемо новые правила для управления, можно сказать, массами, народами и для их дальнейшей эксплуатации. Поэтому, когда мы начинаем говорить и рассуждать, обсуждать политические какие-то аспекты, многим кажется, что у меня какая-то предвзятость к тем или иным странам или каким-то личностям. Я стараюсь еще раз зациклиться на этом, абсолютно стараюсь оставаться над ситуацией и рассуждать в меру своих видений, знаний. В любом случае мы должны анализировать и думать, делать выводы. Иншаллах, надеемся, что из сказанного нами тоже какая-то польза и прок будет для нас всех. В основном сегодня несколько очагов на мировой арене, за которой мы пристально наблюдаем. Это Ближний Восток, в первую очередь Израиль, которая старается на корню стереть палестинский народ, очистить территории Палестины от самого палестинского народа, в дальнейшем расширяя свои границы в сторону Ливана, Сирии, Иордании, Ирака и других стран. Одним словом, имея большие цели геополитические и контроль над, можно сказать, над всеми этими землями в перспективе, по крайней мере, вот такие задачи они перед собой ставят. Камнем преткновения для них на сегодняшний день это получается, идет такая карта, что в основном сегодня против Израиля и его, можно сказать, старшего брата Соединенных Штатов Америки, им противостоит сегодня шиитский Иран. Все суннитские страны, которые управляются марионетками Запада, все вот эти персидские монархии, они на данном этапе полностью, можно сказать, контролируются вот этими двумя странами, Израилем и Соединенными Штатами Америки. И уже после начала войны, по истечении 2 месяцев, с учетом того, что президент не может продолжать войну без согласия Конгресса, сделано такое прелюдия переговоров, где обговариваются какие-то моменты. В первую очередь это забрать у Ирана обогащенный уран,
чтобы она в дальнейшем не рассчитывала или не имела возможности изготовить ядерную бомбу. По факту, хотя мы не знаем, есть ли у него бомба или ее нету на данном этапе. И после начала этой войны опять камнем преткновения стал вот этот Ормузский пролив, через который, можно сказать, вывозился нефтегазовый как бы материал, природные ресурсы в страны Европы, Азии, можно сказать, по всему миру, где-то в основе 20% от объема всех мировых поставок. И вот на фоне всего этого на данном этапе опять идут переговоры с переменными успехами. И, возможно, по моему мнению, они будут в дальнейшем продолжаться ввиду того, что в любом случае влияние Запада на данном этапе все еще сохраняется. А по мере того, что как возможности Соединенных Штатов Америки, если они вдруг начнут войну и не достигнут желаемого результата, соответственно, их возможности и влияние на этот регион автоматически будут уходить на убыль. А параллельно в лице Китая, можно сказать, самого Ирана, дальше уже связки Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, и в дальнейшем, может быть, и примкнет к ним Египет, уже как бы эти страны начинают играть свою игру где-то из как бы подполья, уже имеют какие-то свои перспективы в дальнейшем, видя, что США в любом случае теряют силу и контроль вот в этом регионе. И это уже, можно сказать, видно невооруженным глазом. Поэтому сегодня как бы вопрос стоит вот таким образом, если Иран сегодня претендует, что она в дальнейшем будет контролировать вот этот Ормузский пролив и брать за это плату, то США категорически вместе с Израилем против такой расстановки сил. И уже мы видим, как Израиль уже как бы работает вот с этими персидскими монархиями, чтобы уже как бы делать альтернативные маршруты для нефти и газа, чтобы для поставки нефти и газа на мировой рынок по сухопутным как бы маршрутам. То есть с выходом как бы на саму Израиль, и от Израиля уже в дальнейшем этот газ и нефть будут уходить, соответственно, Европа и другие страны. Ну, по факту Израиль рассчитывает, что если тот проект, который он сегодня запускает, если он осуществится, то, соответственно, краник собирается он контролировать сам. Соответственно, Ирану грозится, что если его условия не будут как бы соблюдены, если его права будут ущемлены, то, соответственно, не то, что Ормузский пролив, но и Баб-эль-Мандебский пролив как бы станут такими непроходимыми маршрутами для международной торговли. И это, соответственно, несет большие риски для всей мировой экономики. Поэтому, как бы, видя вот всю эту ситуацию, Соединенные Штаты Америки, не добившись тех результатов в начале самой операции, где по факту Израиль кинул в эту войну Соединенные Штаты Америки, обещав, убедив на быструю победу. И, соответственно, сегодня, можно сказать, по вине, по просчетам вот этих двух стран, сегодня вся мировая экономика уже начинает как бы иметь волнений, уже есть определенный результат, потому что многие запасы, которые были сделаны, стратегические запасы многих стран, уже как бы подходят к своему лимиту, и, соответственно, остановка самой транспортировки нефти и газа, добавок удобрений и других каких-то элементов, железа, алюминия,
то есть наносит большой ущерб в целом мировой экономике. И вроде бы, поняв всю пагубность вот этой ситуации, США как бы готовы пойти на определенные уступки, но касательно вот обогащенного урана, у них там вопрос стал ребром, и вот над этим сегодня как бы идут вот эти перетасовки. У Трампа на носу как бы чемпионат мира, который должен уже начаться, по-моему, в этом месяце, как в США, так и в Мексике. И в дальнейшем там праздник намечается, у них праздник 250-летия образования США. То есть ситуация как бы неблагоприятная в целом, в первую очередь для Трампа и уже, можно сказать, и для самого Израиля. Потому что также Иран увязывает перемирие и свой вопрос в компоненте с Ливаном. То есть те операции, которые сегодня Израиль проводит на территории Ливана, это как бы прямым, прямо как бы касается вот этого переговорного процесса. И, соответственно, действия Израиля как бы конкретно мешают вот этому переговорному процессу. Вот как бы касательно ближневосточного вопроса ситуация находится вот на такой стадии. Хотя по факту мы сегодня конкретно видим, что глобальный контроль западного мира уходит в прошлое, уступая место региональным национальным силам. Также уже как бы просматривается в моем понимании, что и Европа в дальнейшем тоже может уже как бы начать большое противоречие в самом Евросоюзе. То есть мы сегодня находимся в такой ситуации кризиса и большого хаоса. И в ближайшие 2, 3, 4, 5 лет я считаю, что оно только будет усиливаться. Поэтому мы как бы, скажем, такие наблюдатели со стороны за этими процессами, будем еще свидетелями более глобальных и больших как бы кризисов, военных столкновений и, как бы, можно сказать, перестановки прошлого на установку новых правил игры. Также можно отметить, что прямо как бы на наших глазах теряет ценность нефтедоллар, как его называют, петродоллар. Тоже мы видим, что это уже как бы уходит в прошлое. И вот на костях вот этого старого миропорядка сегодня вот эти власть имущие национальные элиты, они как бы стараются контролируемо выстроить новые какие-то правила, как бы не теряя контроль над ситуацией. Ну, в моем понимании это у них получается очень плохо. В дальнейшем ситуация будет еще ухудшаться. И как бы сегодня уже просматривается несколько сил, которые в дальнейшем будут стараться доминировать как бы на свои регионы в региональной своей орбите. В первую очередь стоит выделить это само Соединенные Штаты Америки, США, Китай, который, можно сказать, ускоренными темпами, не то что, можно сказать, сравнился уже по экономическим показателям с самой Америкой, но я более чем убежден, что по некоторым критериям уже, можно сказать, далеко вышел вперед, чем сама Соединенные Штаты Америки. И третья сила, наиболее такая вероятная в дальнейшем, я считаю, что это Россия. Сегодня как бы особенно вот для наших народов, северокавказских народов, в целом кавказских народов, для нас вот, сам момент касательно России, он для нас судьбоносный, решающий. У нас отрицательные
мнений и отношений касательно нашей прошлой истории по отношению к России. Но касательно той геополитического процесса и тех, скажем, хода истории, которые мы сегодня наблюдаем, в любом случае фактор России не учитывать, я считаю, это есть большая ошибка и непонимание происходящего. Сегодня на территории Украины идет война, начата она, как многие это видят, со стороны России, что Россия напала на Украину, и вся вина лежит на России. И мы видим сегодня такие пафосные возгласы, что вот слава Украине, что вот границы 91 года, в дальнейшем может быть и уничтожение самой России. То есть вот на таких лозунгах, на таких пафосных заявках, я считаю, никаких положительных выводов для нас мы не сможем сделать. Потому что желание одно, а ситуация и реальность это совсем другое. Мы должны быть прагматиками и последовательно анализировать происходящие события, которые сегодня окружают нас, и мы являемся свидетелями вот этих событий. Касательно украинского вопроса, убежденно мы можем утверждать, что за всей этой историей стоит спецслужбы Англии и сама Англия, которая по факту сделала из Украины ареной для войны с Россией, для того, чтобы ослабить Россию, сменить режим в самой России. И можно сказать, нашли руководителя для Украины в лице Зеленского, который, можно сказать, полностью контролируется вот этими спецслужбами Ми-6. А если коснуться каких-то причин конфликта, настоящего происходящего на наших глазах, то сегодняшним анализом той картины ситуацию в корне мы не постигнем. Потому что истоки этих конфликтов, которые сегодня мы наблюдаем по всему миру, у них есть свои исторические корни, которые, можно сказать, где-то они насчитывают и несколько веков, в некоторых местах более века. И поэтому сегодня сегодняшним ситуациям и нашими видениями рассматривать ситуацию в этих конфликтах, это есть заблуждение. Потому что мы знаем, что до начала Первой мировой войны, в начале 20 века, в мире начал происходить промышленная революция. И на фоне этих перемен по всему миру мы знаем, что несколько империй были разрушены и развалились именно в начале 20 века. Это, в первую очередь, Российская империя, Германская, Австро-Венгерская, Османская. То есть на фоне того, что в мире начало происходить новые какие-то события, где в основном новой идеологии на тот момент пропагандировалась, распространялась демократия на остатках этой империи. Ну, в любом случае, уже после Первой мировой войны те цели, которые были поставлены этими демократами, как в Германии, в самой России, они должного результата все равно не получили, ввиду того, что режимы в самой Германии под
руководством Гитлера, в России Сталином, в Италии Муссолини. Вот создавались вот такие тоталитарные режимы, противовес вот тем демократическим веяниям, которые, можно сказать, как бы начали распространяться по всему миру. Но тем не менее, если даже демократы не достигли должных результатов на тот момент, в любом случае процесс был запущен, и, можно сказать, на тот момент уже как бы в мире создался две конкурирующие системы. Первое – это капиталистическое общество, второе – это, можно сказать, социалистическое общество, социалистическая модель, где капиталистическое общество это как бы социальная структура, где основными принципами является частная собственность и рыночные отношения. А социализм этому являлась полярная противоположность капитализму. В социалистической модели средства производства находятся как бы в общественной или государственной собственности. И основная цель удовлетворения общественных потребностей, а не извлечение прибыли, как в капиталистической системе. И вот как бы сделав вот эти две создав полярно противоположные системы, которые конкурировали между собой по всем аспектам, вот, можно сказать, мировая система подошла именно вот на таких принципах ко Второй мировой войне, где по факту уже демократия, можно сказать, победила. В первую очередь утвердился как мировая валюта, это доллар. И, соответственно, вот эта конкуренция уже в дальнейшем продолжилась с удвоенной силой и как бы до 90-х годов, где по факту социалистическая система развалилась, конкурентоспособности, как бы капитализм взял верх, и это закономерно, хотя это не означает, что эта система была совершенна, что мы сегодня по факту видим. Но на тот момент социализм пал, и капитализм победил. То есть гонка за материализмом и обогащением взяла верх. Вот как бы момент распада Советского Союза, вот ситуация как бы была вот на такой стадии. И после разрушения Советского Союза капиталистическая система, она по факту уже доминировала во всем мире, где лидером являлась Соединенные Штаты Америки, как бы являлась полицейской дубинкой по всему миру, где демократия как бы опутала весь этот мир своими нитями и по факту, можно сказать, управляла все уголки земного шара по своему, как бы, своей системе и по своему усмотрению. И вот на данном этапе мы видим, что вот эта система, она тоже себя исчерпала, и она уже как бы рушится на наших глазах. И вот ввиду того, что наднациональные элиты Запада, вот эти капиталисты, которые видят, что почва уходит из-под ног, они вот стараются сегодня как бы заменить эту систему на новую какую-то схему правил игры с новыми какими-то управляющими, менеджерами, хотя по факту это является как бы обманом. В любом случае наднациональные элиты остаются те же, просто на местах меняют актеров и антураж. И, соответственно, вот в этом процессе, который сегодня проистекает, я еще раз повторяюсь, я выступаю как противник вот этих западных ценностей. Если западные капиталисты имеют опыт ведения вот этого хозяйства, становления несколько веков, то после развала Советского Союза вчерашние комсомольские вожаки под контролем
таких крупных, можно сказать, корпораций, таких крупных фамилий, которые как бы управляют этим миром, то вот советские активы были переданы вот вчерашним комсомольским вожакам в лице Ходорковского, Абрамовича, Чубайса, Прохорова и им подобных. И которые на данный момент, можно сказать, сами живут именно на Западе, абсолютно припеваючи, имея большие капиталы, хотя абсолютно не имели на это никаких оснований и прав после распада Советского Союза присваивать вот эти промышленные капиталы, которые остались от Советского Союза. И сегодня, как бы по факту, вот на фоне всего этих процессов мы видим, что в первую очередь сама Россия и Китай, которые сегодня выступают вот против той системы капиталистической, прозападной. И, соответственно, вот в этом противостоянии я еще раз хочу как бы определить, что я именно выступаю против вот этого западного мироустройства. Хотя по факту мы не имеем права и не снимаем вину с России на данном этапе за его исторические действия против малых народов, которых она оккупировала и по сей день держит в этой оккупации. Хотя, тем не менее, все это также на тот момент происходило под контролем Запада и его ставленников. Это тоже мы должны учитывать. Начиная от самого царя и кончая, можно сказать, всеми генералами. Исторически мы знаем, что последние цари самой России, Российской империи, и вот английские короли, они являлись близкими родственниками, братьями, родственниками. То есть управляли, можно сказать, двумя этими империями. В процессе покорений, можно сказать, кавказских народов, вот эти российские армии в основном возглавляли генералы-европейцы или их прямые ставленники, которые, можно сказать, полностью им подчинялись. То есть вот на фоне того, что было исторически, и вот сегодняшние ситуации, я убежден, что все это взаимосвязано. Сегодня мы видим, как бы на украинском фронте, например, столкнули славянские народы по факту, и идет прямое уничтожение вот этих славянских народов вот этими кланами сионистскими. С одной стороны, по-европейски, можно сказать, кланы Ротшильдов, Винздоров и многих других. На территории России контроль и управление в руках хабадников, как их называют, хабад-любавичей. То есть, можно сказать, по факту сегодня идет братоубийственная война на территории Украины, все как бы результат от этого будут полностью получать вот эти сионистские кланы, ордена, вот эти наднациональные элиты, вот эти корпорации. Поэтому вот когда мы начинаем говорить, что сегодня идет война, что вот Россия виновата, что Украина должна победить, что вот как бы другого ничего вокруг этого нету, когда мы начинаем именно вот как бы судить свое мнение, свое мышление именно вот на противостоянии вот этих двух народов, то мы сами себя вводим в заблуждение. Европа, в первую очередь, во главе с Англией, опять очередной раз, я считаю, вышла на охоту на Россию, на российского медведя, можно сказать, если как бы приводить пример. А Украина, в первую очередь, в лице Зеленского и его ближайшего окружения, как бы выставили в роли собак, которые должны вытащить этого медведя из берлоги на открытое пространство, чтобы его уже как бы потом добить. То есть это уже не первый раз как бы случалось и повторяется в истории этих стран и в их противостояниях.
Мы из истории знаем, что в большинстве случаев вот этот медведь, можно сказать, выскочив из этой берлоги, бывало, разрывал самих собак и их хозяев. И, валлахи, я не исключаю, что сегодняшняя картина тоже может именно повториться вот по такому сценарию. Потому что как бы пропагандистские ролики, вот те пафосные заявления, которые сегодня вскармливают в первую очередь украинский народ, потом и российский народ, ничего общего под этим не имеют, потому что средства массовой информации сегодня в целом контролируются прозападными корпорациями, личностями. И, соответственно, вот эта информационная война, она как бы в любом случае склоняется на сторону вот этих западных пропагандистов. То есть получается, как вот из истории, из старых фильмов мы знаем и видели, помним, что вот у короля обычно при королевстве, при дворце бывали шуты, которые имели право выговаривать, высказывать все, что король считал для себя как бы некультурным в отношении своих оппонентов. Соответственно, это до него делал как бы шут короля. То есть вот сегодня как бы при английском дворе, в первую очередь, а потом и при Евросоюзе, мы видим вот эту роль, как бы исполняет сегодня Зеленский вот в этой роли. И вот эти обещания того, что Украину в скором будущем примут в Евросоюз, это лишний раз допинг для того, чтобы как бы продолжать войну против самой России, как бы делать вот эти заявления для того, чтобы поддерживать народ Украины, чтобы она не теряла надежду, что цели те же, что надежда есть, что их примут. Но это будет абсолютно, это и есть несбыточная мечта для самой Украины. Возможно, то, что останется от Украины в будущем, в моем понимании, могут где-то что-то кормить обещаниями и в дальнейшем, что их вот-вот возьмут в Евросоюз. Ну, я считаю, что к тому времени сам Евросоюз развалится. А в НАТО Украине и так уже отказали. Если сегодня Украину принять в НАТО, то получается по 5 статье НАТО Европа должна вступить в войну с Россией. Это не входит в их планы и задачи. Они используют сегодня вот эти страны, которые входили в блок Варшавского договора, в первую очередь в состав Советского Союза, вот стараются использовать вот эти маленькие государства как пушечное мясо для того, чтобы как бы ослабить Россию, не развалить, а ослабить, для того, чтобы пользоваться ее природными ресурсами и сменить режим на более лояльный, наподобие того, который сегодня они имеют в самой Украине. Других задач абсолютно ни Евросоюз, ни Европа в отношении России не имеет. Просто если мы это не хотим понять, то, я не знаю, это есть наши просчеты и наши ошибки. Европа на данном этапе не готова сама к войне против России. Евросоюз финансирует сегодня эту войну, можно сказать, на кредитах, которые сама занимает у МВФ, и которые по законам, по их законам, надо будет в будущем возвращать. Мы сегодня видим много заявлений, что вот якобы США вышли из войны, что она не помогает Украине. Я считаю, что абсолютно это неправильное утверждение, не имеет никаких оснований, потому что все кредитование, которое сегодня идет через МВФ, это в любом случае МВФ подчиняется самой Америке. Та спутниковая система, которой сегодня пользуется Украина, и ее вооруженные силы против России, также является собственностью Соединенных Штатов Америки, Starlink и другие спутниковые связи.
Также мы видим, что основа противовоздушной обороны на территории Украины есть системы Patriot, тоже которые поставляются Соединенными Штатами Америки. Также мы знаем, что все спецслужбы, которые сегодня работают на территории Украины против России, также в первую очередь доминирует Центральное управление США, ЦРУ. То есть, по факту, Америка является главным спонсором вот этой войны на стороне Украины. И когда сегодня кто-то говорит, что она потыкает России, что она где-то что-то делает, какие-то поблажки России, я абсолютно не вижу таких моментов, потому что даже в своих заявлениях Америка ясно, четко дает знать. Последнее заявление Рубио, госсекретаря, где он четко обозначил, что они выступают на стороне Украины, они снабжали и будут снабжать Украину. Цель одна – это как бы ослабить Россию и, соответственно, диктовать свои условия России. И вот последние даже визиты в Украину сенатора Ричарда Блюменталя 28 мая, по-моему, было, от Демократической партии США, тому подтверждение, что Америка помогает, помогала, контролирует и будет держать контроль. Также вот этот сенатор заявил, что США продолжают и поддерживают Украину и не намерены отказываться от помощи Киеву. Также вот последнюю неделю посещал Украину также руководитель НАТО Рютте. Также грозился, что будет подставляться вся помощь и будет как бы выступать против России. То есть сегодня по факту мы видим, что против России выступает в целом весь глобальный Запад. И когда мы сегодня нам как бы преподносят, что Россия вот-вот развалится, то мы тем самым достигнем победы, что получим долгожданную независимость, свободу, о которой мы мечтаем. Я, в частности, беру северокавказские народы. Я считаю, надеяться вот на эти пафосные заявления, это себя не уважать. Теперь, по факту, уже как бы мы ожидаем приезд Кушнера, Уиткофа в Украину для продолжения каких-то переговоров, в первую очередь между Украиной и как бы Россией, ну, на условиях уже как бы опять США. То есть демократическая партия Соединенных Штатов Америки, она как бы надеется на осенние выборы, Конгресс, где считают, что они как бы возьмут верх, и, соответственно, помощь не то что сократится, а более увеличится в отношении Украины. И вот Зеленский и европейские вот эти глобальные демократические силы, они вот как бы выжидают ситуацию осенних выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки с одной единственной надеждой, что деньги, как и раньше, могут как бы бесконтрольно уже поступать на территории войны примерно, и где их уже можно будет отмывать через Украину. И, соответственно, будут наживаться и как европейские лидеры, так и, можно сказать, контролируемая администрацией Украины в лице Зеленского и его окружения. А так, сама Европа, чтобы она сегодня вступила на стороне Украины против России, я более чем уверен, такого не будет. Ей это не нужно, и она таких целей не имеет. Даже вот в последнем европейском совещании мы помним, что она хотела принять документ, что европейские как бы, страны как бы, должны из внутреннего валового продукта выделять 0,25% для войны на помощь Украине против России. И там мы сразу увидели, что в первую очередь отказалась Англия. Хотя это не такая большая сумма. В дальнейшем и Франция сделала такое же заявление. То есть, по факту, мы видим даже 0,25% от ВВП своей страны
и то они не хотят выделять на эту войну. И, соответственно, хотят украинский народ использовать как пушечное мясо. 0,25%, если общий ВВП Евросоюза мы как бы берем за основу 18 триллионов, то 0,25% это плюс-минус получается 40-45 миллиардов долларов. То есть это вот та сумма, которая необходима именно для военных действий Украине против России как бы на 2026 год. А то, что там выделено 90 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов фактически остаются в самой Европе, она открывает там свои заводы, делает оружие, и которые за эти деньги как бы перерасчетом направляет в Украину. И лишь 30 миллиардов, можно сказать, попадут в Украину. И то поэтапно, можно сказать, пройдет целый год, пока эти деньги дойдут до нужных источников. А тем временем, если мы как-то делать выводы с экономической стороны, мы видим, что Россия пока воюет на свои кровные деньги. И процент финансирования ВПК, вот как они называют СВО, то это от ВВП России сегодня составляет только 7%. Также мы знаем, что 300 миллиардов долларов арестованы Европой российских денег на данный момент также находятся под контролем Европы, и которые в будущем, если Россия вдруг не выстоит и будет как бы побеждена, они хотят эти 300 миллиардов как бы использовать по восстановлению Украины как компенсации за эту войну. Но я более чем убежден, если Россия выстоит вот в этой войне, то не то, что эти деньги придется Европе возвращать, но и проценты, которые за все это время будут капать на эти деньги. Потому что по-другому истории политические такие диалоги не решаются. А если взять за основу предшествующие вот военной ситуации, которую мы наблюдали, то Украина могла бы при грамотном политическом подходе сохранить себя как связующее звено между Востоком и Западом. Ну, она не сумела как бы это сделать, потому что руководители, в первую очередь, ставленники, вот эти прозападные ставленники над украинским народом, последний из них, вот этот Зеленский, они, соответственно, под контролем того же Запада, можно сказать, втянули вот в эту войну, являясь Украина сама являлась как бы наживкой, и, соответственно, Россия клюнула вот на эту наживку. И сегодня она практически, можно сказать, также является такой ситуацией, что даже при желании Россия сегодня не может выйти из этой войны. Потому что те, кто затянул его вот в этот конфликт, они для этого его затягивали, чтобы она на свое усмотрение могла выскочить из этого конфликта. И когда мы сегодня наблюдаем там дроновые атаки обоюдные там со стороны Украины, там России, то как бы делать на этом какие-то там выводы, я считаю, это ошибочные расчеты, потому что дроновые атаки суть войны не изменят в любом случае. Все решается на земле, а идет полнейшая утилизация украинцев и русских вот на этой территории, а вот эти освобождаемые территории в будущем, возможно, достанутся уже тем, кто стоит за началом вот этих конфликтов и этой войны. Цель Европы сменить руководство самой России, ослабить Россию, на данном этапе эти цели не достигнуты. И, соответственно, останавливать войну уже они сами не могут. Потому что те цели и задачи, которые были поставлены в начале вот этого конфликта, они не достигнуты. Возможно, будут какие-то короткие перемирия, но пока
конечные цели не будут достигнуты, я считаю, что война будет продолжаться. И последние заявления якобы Путина, что они уже будут бить по центрам принятия решений, также я считаю, это как бы пафосные заявления, которые не будут иметь как бы своего продолжения, потому что Россия вполне свободно могла бы давным-давно уничтожить администрацию в Украине, но не делает это и Россия, и со своей стороны также украинские военные силы. Мы не видели ни разу, чтобы они ударили даже по среднему эшелону звена управления в самой России. То есть война, она как бы на своих этажах имеет определенную договоренность, и, соответственно, вот эти лица остаются неприкасаемыми, а по факту простой народ, можно сказать, сегодня является оружием и пушечным мясом вот в этой войне. Как только вот эта война будет вынуждена задействовать среднее звено с обоих сторон, соответственно, тогда уже, я думаю, начнут думать, как бы его завершить. Пока среднее звено, она находится в свободном плавании, их не трогают, хотя какие-то ущемления все равно происходят, но тем не менее, в основном мы видим, что мясом пушечным вот в этой войне является простой народ, которого где-то за деньги, где-то силой, где-то обманом отправляет на эту мясорубку с обоих сторон. А вот в последнее время часто мы слышим, что коррупционные скандалы вокруг хищения денег Зеленским и его офисом, автоматически мы следом замечаем, что их вот эти заявления, вот эти вбросы перебиваются другими заявлениями. Якобы там подельник Зеленского Миндич заявил суд на Зеленского, что он его вызывает на суд. Также мы в последнее время видели перезахоронение остатков вот, в прошлом бывших бандеровцев, как его Мельника, Шухевича. Это все делается для того, чтобы отвлечь внимание людей от самых таких насущных проблем. Также из этой же оперы приглашение гостей вот, оппозиционную как бы кандидатку в президенты Беларуси Тихановскую, тем самым пытаясь оскорбить Лукашенко, который до этого как бы делал заявление в адрес Зеленского, что он мог бы с ним встретиться где угодно и как бы обставить ситуацию должным образом. И следом за этим как бы Зеленский приглашает, соответственно, по наущению внешних сил Тихановскую, которая сегодня как бы проживает за пределами Беларуси и абсолютно ничего общего с народом Беларуси не имеет. То есть вот такие моменты мы видим сегодня, что в лице Зеленского Запад старается расширить территорию войны. Когда мы говорим о Европе, мне часто приходит в голову, что практически действующие лица по управлению вот Евросоюзом практически все уже, получается, состоят из женщин. То есть это тоже о многом говорит, по крайней мере, для меня. Я знаю, что это ненормальное явление, и что это трагедия как для самих народов Европы, так в целом для международной политики. Также можно, тут же еще можно отметить то, что в последнем встрече на территории Еревана в Армении, мы помним, туда также приехал Зеленский, где делал такие же открытые заявления в адрес России, в адрес Путина. То есть мы видим, что Европа, в первую очередь в лице Англии, далее уже Франции, Германии, они стараются сегодня как бы территорию России поджечь со всех сторон, для того, чтобы его ослабить, видя, что они как бы вот в этих процессах, которые сегодня происходят по всему миру,
Запад видит, Европа в первую очередь видит, что она как бы не находится за столом вот этих новых процессов. И она максимально старается втиснуться, найти стол за этим столом, чтобы она могла присутствовать на этой дележке. И то, вот вся ситуация сводится вот к этому. И вот они сегодня как бы уже настраивают Армению, соответственно, возможно, мы в будущем увидим какие-то уже более решительные заявления, какие-то другие уже процессы на территории Армении, хотя мы знаем, что сама Армения, она плотно связана с самой Россией, Евразес. На территории Армении находится атомная электростанция, которая контролирует российскими специалистами. Также находится в Гюмрах контингент российских войск, пограничников. Также Армения граничит с самим Ираном, который также претендует на свои интересы. И, соответственно, через 2 дня, в воскресенье, уже в Армении проходят выборы в парламент, где будет решаться вопрос, каким путем, какой дорожкой в дальнейшем уже Армения будет двигаться. Но при Пашиняне мы видим, что в любом случае заявка делается в сторону Евросоюза. А руководитель Лукашенко, мы видим, тот же Запад, словами Зеленского, старается постоянно ущипнуть, оскорбить, наехать на него. Опять я считаю, что делаю свой вывод, что они максимально стараются затянуть Лукашенко вот в этот конфликт, расширить территорию войны с одной единственной целью, чтобы они как бы тоже были в процессе переговоров и чтобы имели какой-то кусок из тех переделов, которые сегодня как бы происходят в целом по миру. Мы знаем, что последние заявления Трампа касательно Лукашенко, он вроде бы его признает, нахваливает. Также руководитель Китая также в хороших отношениях с Лукашенко. Путин с Лукашенко тем более имеет близкие отношения. Ну вот, соответственно, то, что устраивает Китай, Россию, можно сказать, Трампа, соответственно, не устраивает глобальных демократов, которые сегодня, можно сказать, еще управляют пока Европой и рассчитывают в дальнейшем захватить власть опять в Соединенных Штатах Америки. В целом, вот средства массовой информации, которые контролируются западными спецслужбами, администрациями, они сегодня как бы создают картину, что как бы Россия по факту проигрывает эту войну, с чем я категорически не согласен. Тем самым мотивируя украинцев на продолжение вот этой братоубийственной войны. Пушечное мясо у них пока в избытке. Также они учитывают те украинцы, которые выехали в Европу, пополняя рабочий потенциал Европы, имея в своей среде очень много дипломированных кадров, которые выделяются на фоне тех же мигрантов из арабских стран, афганцев и африканцев, и более приемлемы для самой Европы, но тем не менее, когда нужный момент, когда будет нехватка на фронтах, я более чем уверен, вот этот контингент будет удаляться и направляться в Украину для того, чтобы занимала место военной структуре в рядах армии. Вот такая ситуация сегодня, как бы мы являемся вот свидетелями вот такой картины. То есть со стороны Кремля также мы видим, что они набирают вот эту массу пушечное мясо со всех оккупированных малых народов, оккупированных территорий. Мы, как народы Северного Кавказа, это ощущаем на своих территориях, в своих республиках. Вот позавчера, по-моему, опять показывали, что с территории Чечни отправлялась большая группа добровольцев, по их заявлениям, на украинский фронт. То же самое является пушечным мясом. То, что я вот вижу
в отношении Украины и славянских народов, которые сегодня воюют на территории Украины, чтобы они не давали себя использовать, они как бы перестали быть инструментом в руках вот этих сионистских кругов. То же самое я делаю призыв и по отношению к нашим северокавказским народам, что мы также должны противостоять вот этой политике, которую Россия сегодня проводит на наших территориях и использует наши народы для достижения своих политических целей, как пушечное мясо. Когда мы помним в 2022 году, когда американские спецслужбы и спецслужбы других европейских стран делали большие заявления, что вот-вот Россия втянется в войну против Украины, мы помним вот заявление Зеленского, что ничего подобного не будет, успокаивал сам народ Украины, что надо делать шашлыки, отдыхать и не болтать, что начнется война. То сегодня, когда все средства массовой информации говорят только о мире, что вот надо искать мир, мы видим, что на этом фоне сегодня как бы делает круговую оборону вокруг Киева, вокруг Одессы. То есть, когда разговор шел о войне, Зеленский успокаивал, что не будет войны, то сегодня мы видим, когда все идет, все говорят о мире, то мы видим полное окапывание и приготовление к дальнейшей войне. То есть полный диссонанс. Более того, мы слышим заявление в Украине, что будут мобилизовывать и самих женщин. Вот таким образом сегодня как бы идет наживание на смертях в лице тех же европейских элит и тех же ставленников самой Украины, и также тех же кругов самой России. Вот в этой войне, можно сказать, на территории Украины Зеленский как бы сегодня является таким персонажем главной роли, где, можно сказать, режиссер в первую очередь является Англия. Мы помним из нашей истории, вот особенно касательно чеченской истории, вот такая роль вот прозападными элитами была отведена вот нашему такому самозванцу Диндику Закаеву. И вот, возвращаясь назад в нашу историю, мы помним, что на протяжении вот этих последних 25 лет какие только победы и какие только обещания не выходили из пафосных речей вот этого Диндика Закаева, что вот мы сегодня побеждаем, вот сегодня нам уже дают свободу, вот мы сегодня возвращаемся, вот мы все уже победили. И конечные сегодня пафосные заявления, это что наша победа – это английский протекторат, европейский английский протекторат, и что мы уже как бы у порога нашей победы. Вот эти пафосные речи мы, вот чеченцы, в первую очередь, слышим на протяжении последних 25 лет. Вот Абхазии дали свободу, вот сейчас мы нас должны были признать, но вот Доку Умаров провозгласил Имарат, поэтому нам отказали. И так далее, и тому подобное. Вот эта песенка продолжается по сей день. Вот один в один вот этот сценарий сегодня мы как бы видим, отработанный сценарий, который сегодня происходит на территории Украины, среди украинского народа, где главной ролью является Зеленский. Валлахи, вот по моим наблюдениям, весь этот спектакль как бы от одного режиссера и как бы один в один повторяется. А суть одна – заработать побольше бабла на крови чеченского и украинского народа. Если взять сегодня вот этого руководителя России, вот этого Путина, который, можно сказать, особенно во вторую российско-чеченскую, в дальнейшем российско-кавказскую войну, показал свою сущность, на что он способен,
Вот, тем не менее, я считаю, что Путин сегодня для Украины и для целой Европы это не такой уж плохой вариант, потому что в становлении своего президентства Путин неоднократно заявлял, что он не против того, чтобы войти в состав Европы, быть членом Европы. Мы помним вот такие заявления, когда ему отказывали. Но тем не менее, он еще бытность своей службы, чекистской службы, он жил и работал в той же Германии. То есть это человек, который тяготеет к Европе. По крайней мере, я его вижу вот таким. И, можно сказать, его дети тоже находятся в той же Европе. Может быть, все его финансовые сбережения также сегодня находятся в западных банках. И тем не менее мы видим, что даже в лице Путина вот этот режим должным образом Европу не устраивает. Если внутренние силы, видя, что Путин не соответствует ихним чаяниям, ихним стремлениям, и если вот произойдут какие-то внутренние перестановки, если военные вдруг возьмут власть в свои руки, и у власти оказываются такие генералы, как Демин, Суровикин и им подобные, я могу только представить, что будет на театре военных действий. Если сегодня как бы Путина они сильно как бы осуждают, ругают, я считаю, для них это сегодня не самый последний и плохой вариант. Единственная цель Запада – это контролировать природные ресурсы России, чтобы сам режим также был как бы подконтрольным, более лояльным к Западу. Вот это и есть конечная цель вот всех этих процессов. Как говорится, для достижения все средства хороши. Ну, я считаю, что это мое мнение, я не настаиваю на этом. И не горю желанием, чтобы это так вот именно так и произошло, но я считаю, что вот это противостояние очередной раз проиграет, потому что на протяжении всей истории мы это неоднократно видели. И в войне Швеции против России, также в войне Наполеона против России, также мы знаем результат Первой мировой войны, также мы знаем результат Второй мировой войны. Я более склонен думать, что сегодняшний результат сильно не будет отличаться от прошлых результатов. Тем более мы видим, что с начала вот этой войны против России введены 20 пакетов санкций, и экономика России не развалилась, внутренних волнений мы не видим, хотя мы знаем, что практически все западные государства имеют большие как бы задолженности по внешним долгам. Напротив, Россия, можно сказать, практически не имеет внешнего долга. Вот эти ситуации, экономический вот анализ для меня является как бы доводом того, что сегодня вот в этой войне Россия как бы не уступает тому же Западу и на театре вот этих военных действий. Тем более для больших стран, как Китай и Америка, которые сегодня как бы являются двумя полюсами по факту, для них Россия тоже очень лакомый кусок, и они обе будут в дальнейшем стараться, как бы, чтобы Россия играла как бы на его стороне. Россия является вот противостоянием вот этих двух супердержав, как бы жокером в карточной колоде. И вот этот северно-морской путь, который в основном проходит по границе России, также в перспективе и в будущем будет только иметь более значимое значение, и, соответственно, как бы поставки природных ресурсов по всему миру, вот этот маршрут будет использоваться с большим масштабом, нежели сегодня. И вот на фоне всего того, что было выше сказано, мы видим, что в том хаосе, в котором сегодня мы оказались, виной и причиной, в первую очередь, я считаю, что это политика западных элит,
глобализация и урбанизация, которая, можно сказать, превратилась в концлагеря для народов, для многих народов. Взять ту же даже Японию, Южную Корею, мы по факту видим, как там живут люди и как они умирают, хотя являются самыми продвинутыми государствами в технологическом прогрессе. То есть вот эта глобализация, урбанизация, чтобы поставить массу под контроль, оболванить эту массу и использовать как инструмент, вот итогом того, что мы сегодня видим, является вот политика вот капиталистических стран в прошлом. И вот при надвигающем хаосе она будет в любом случае увеличиваться. Я считаю, что самыми устойчивыми будут те страны и те народы, где сильно развито земледелие, скотоводство, сельское хозяйство, потому что, имея связь с землей, человек будет себя чувствовать более уверенным и будет более обеспеченным, чем те люди, которые сегодня проживают в вот этих мегаполисах. И я не исключаю, что в будущем буханку хлеба можно будет менять на айфоны, а может быть и на мерседесы. И вот в этой связи, иншаллах, подводя итог, я хочу сказать, что Россия, которая сегодня оккупировала малые народы, которая на протяжении нескольких веков уничтожает наши народы, если бы она сегодня одумалась бы и приняла бы конкретные законы, которые отдавали бы все права вот этим малым народам на самоопределение, оставаясь в поле экономического влияния той же России, но имея в любом случае свою независимость, свою самоопределенность. Я считаю, для России это самый наилучший выход из сложившейся ситуации. Пока у руля будут вот эти люди, которые сегодня, можно сказать, стоять в России, начиная от самого Путина, Матвиенко, Мироновых, Рогозиных, Володиных, ситуация меняться не будет, пока какие-то трезвые силы не придут к власти в России, и, соответственно, они не изменят свою политику к малым народам, которые они на протяжении 3 веков, можно сказать, геноцидят, уничтожают, убивают, насилуют, выселяют. То есть в любом случае, если Россия хочет в дальнейшем иметь какую-то перспективу, я считаю, что она должна изменить свои отношения именно вот к этим малым народам. Касательно мусульманских народов и их положения, в котором мы сегодня находимся, опять мы видим, что многие мусульманские народы, которые управляются манкуртами, ставленниками вот этих прозападной системы, они по факту являются также инструментом в руках вот этих западных сионистских кругов. Хотя там процент подчинения и лояльности может разниться, но в любом случае, без исключения, все руководители стран с мусульманским населением полностью находятся под контролем от прозападных сил, даже вплоть до того, что символики этих государственных стран, начиная от флагов и кончая гербов, все это создавалось и печаталось в кабинетах западных кругов. Мы, мусульмане, которые сегодня видим всю ситуацию, всю пагубность того, что происходит сегодня в мире, многие мусульмане, называя себя такими искренними мусульманами, тем не менее стараются сблизиться с Западом, находить с ним какой-то консенсус, выступая одновременно против России, ища защиту у того же Запада. По факту, я считаю, что не имея никакой разницы, что
мы находимся под протекторатом России или завтра при каких-то определенных условиях можем попасть под управление, под протекторат Запада, для мусульман никакой разницы в этом нету. Наша цель – это объединение на основе нашего Творца, законов Аллаха, на основе Корана и Сунны. И мы сегодня, вот видя всю пагубность вот этой ситуации, которая сегодня происходит в мире, мы просто вот в этой вакууме, которая создалась, мы как никогда могли бы сегодня собраться в единый кулак и уже выстраивать какую-то свою политику. Именно на основе Корана и Сунны. Для нас оно должно быть являться основой, вот, чем мы должны руководствоваться. А у нас по факту получается, если вот взять народ Нохчи или другие народы северокавказских регионов, как мы его называем, Имарат-Кавказ, то по факту наши народы управляются сегодня манкуртами, прокремлевскими манкуртами, которые взращены именно в кремлевских кабинетах. И, соответственно, поэтапно развращают наши народы. И догоняют их большую зависимость, скажем, от того же Кремля. И, соответственно, противовес им на очереди стоят те же прозападные национал-демократы, состоящие, если брать за основу чеченцев, например, для примера я говорю, состоящие из дезертиров, предателей и бугатов, которые после начала Второй войны оставили фардуль-айн, джихад, бросили своих братьев, свою родину, свою землю, перебрались в Европу, нашли там свою крышу и оттуда, осуждая муджахидов, что они якобы ведут необоснованную войну против самих мусульман, которые, в свою очередь, уже продались Кремлю и выступали на стороне России против мусульман. То есть, вот разделившись на два лагеря, преследуя одни и те же цели, власть и обращение, с одной идеологической основой, с одной идеологической площадкой, вот эти два лагеря сегодня максимально стараются оболгать, делать какие-то бухтаны, рыбаты вот в отношении искренних мусульман, из искренних мусульман, из которых многие, можно сказать, отдали свои жизни на полях сражений, стали шахидами, иншаллах, а многие из которых по вине вот этих двух лагерей оказались в тюрьмах из-за их предательства и из-за их доносов. Мы кафирам нужны только как в виде инструмента для достижения своих целей. А по отдельности нашими народами, соответственно, как России, так и прозападным элитам, им проще пользоваться, когда мы разделены, когда мы слабы. А цель у них одна, это они преследуют свои цели, власть, природные ресурсы, контроль природных ресурсов, а нас, соответственно, в дальнейшем, если даже мы попадем под протекторат Запада, нас загонят под контроль какой-то корпорации, и, соответственно, эта корпорация будет выкачивать все наши природные ресурсы и пользоваться логистикой по нашей территории для достижения и обогащения своих целей и самого себя. Вот весь интерес, обоюдный интерес вот этих больших государств в отношении малых народов. И вместо того, чтобы понять это, оставить ихние цели, ихние задачи, подчиниться Всевышнему Творцу и объединиться на этой основе, вот этот призыв остается всегда без ответа. Наши интересы никого их не волнуют. Мы помним, что и в Первую, и во Вторую войну, русско-чеченскую, потом русско-чеченскую, потом в дальнейшем русско-кавказскую, чем нам помог тот же глобальный Запад?
та же Европа. Неужели мы не можем, не должны делать какие-то свои выводы из сложившейся ситуации? Мы же помним, когда Россия напала на Грузию, чем помогли той же Грузии. И когда Грузия одумалась, поняла, что ей Европа не поможет, она как бы начала искать какие-то компромиссные решения, и по сей день Европа не оставляет Грузию в покое. То же самое мы сегодня видим на территории Армении. Стараются как бы зажечь огонь вот на территории Армении для того, чтобы лишний раз ущипнуть Россию, сделать ее более лояльной в каких-то вопросах. А, соответственно, страдать будет армянский народ. С Азербайджаном у них как бы этого не получилось, потому что ее поддержала братский народ в лице Турции на тот момент. И, соответственно, за Турцией уже стояли и западные интересы. И ввиду этого как бы Азербайджан более достойно вышел из этого конфликта. У нас же есть примеры для того, чтобы мы делали какие-то выводы и чтобы не повторяли эти ошибки. Мы каждый день видим пропаганду из уст вот этих манкуртов для оболванивания наших народов. Такую же пропаганду мы видим из западных микрофонов и рупоров. Цель одна – использовать нас как инструмент для своих целей. А кукловодов они среди наших народов находят, дают им обогащаться, создают для них какие-то счета, а они, в свою очередь, наговаривая на искренних и честных мусульман, делая бухтаны и рыбы на наших героев, соответственно, исполняют те роли, которые на них возложены. Для примера, мы помним, как в прошлом наши национал-предатели, дезертиры, бугаты, в унисон порочили наших лидеров и героев. Недавние примеры тому много. Вот мы помним, что Зиндих Закаев во всеуслышание на весь мир заявлял, что Имарат Докку провозгласил из-за того, что Россия ему заплатила $500 миллионов. Что Шамиль является инструментом спецслужб России, что Докку также является инструментом спецслужб России, что Хамзат Гилаев также работает на ФСБ. То есть вот это в недавнем прошлом мы помним, вот такие заявления в первую очередь делались из уст Зиндиха Закаева и других. Если кто-то не возражал этому, значит, он его поддерживал. И мы все эти вещи забываем, и опять сегодня как бы ложим свою голову под тот же топор, абсолютно не думая о будущем, о конечных результатах, которые нас ожидают. Мы же помним в прошлом, вот опять-таки, если брать вот этого самозванца Зиндика, как он вел переговоры с этими манкуртами пророссийскими дома, выступая одновременно против муджахидов, братания вот с этими национал-предателями. Мы же это помним, и хотя многие стараются это забыть, не видеть, не слышать. И мы сегодня, что удивительно, мы видим, что находятся те, кто, забыв все это, поддерживает и подпевает вот этих национал-предателей, вот этих дезертиров, ища в чужом глазу соломинку, как говорится, в своем бревна не замечает. И все это продолжается в унисон. Сегодня мы видим, как на площадках вот этих телевизионных площадках дома вот эти манкурты изо дня в день стараются оправдать свое предательство, вешая ярлыки, делая бухтаны на наших героев, ушедших. Это вот ежедневно мы наблюдаем вот домашних вот этих кукольных сюжетов, где в основном за основу сегодня как бы приглашенными являются в первую очередь те люди, которые в прошлом как бы стояли на стороне независимости Ичкерии, да, тот же в последнее время я часто вижу бывшего
бывшего председателя шариатского суда при нашем государстве Мирзаева Султана, также бывшего и единственного, как он любит выражаться, министра обороны Хамбиева Мухаммада, который уже как бы последнее заявление, насколько я слышал, этот Хамбиев поднял ставку, которая до сих пор озвучивалась Диндиком Закаевым, $500 миллионов, то Хамбиев уже поднял эту цифру до миллиарда. Якобы заплатили Докки для того, чтобы он убил Шамиля Басаева. И вот подпевает им, часто у них в компании, я вижу, сидит вот этот Бино Шамиль, который в прошлом сам признавался, что он сотрудничал с КГБ в 90-х годах. А мы знаем, что бывших не бывает. А вот проевропейские национал-демократы в унисон также, мы видим сегодня, активизировали всех своих вот этих старых кадровиков, которые до сих пор где-то не было их слышно, не видно. И они тоже в унисон начали из всех трубок заявлять о том, что они как бы первоисточники, что они первопроходцы, что вот будущее чеченского народа должно быть как бы с их уст, по их понятиям, по их ведениям. То же самое видим и среди национал-демократов, дезертиров, бугатов, которые выступили против своих лидеров, против своих эмиров. То есть ситуация одна в одну, что домашние, что те, которые убежали, обогащались на крови муджахидов, создали себе какие-то бизнесы и на сегодняшний день уже на территории Украины продолжают свое обогащение. То есть у них вот спектакль, как будто режиссер стоит один за ними. Один в один повторяет свой спектакль. Когда шел обязательный фарзуль айн, добровольный джихад, мы помним, это осуждалось как домашними, так и вот этими национал-демократами, дезертирами, бугатами, которые осели в Европе, в Турции и в других странах. Одинаково осуждали джихад фарзуль айн. А сегодняшнее насильственное принуждение или подкуп за деньги, для многих их считают, что это является джихадом. Субханаллах. И, иншаллах, хочу как бы подвести итог сегодняшнего эфира, сказать, что война Украины и России, по факту война Запада против России, война Ирана с одной стороны, США и Израиля с другой стороны, это не наши войны, братья. И мы не должны ни в коем случае участвовать вот в этом. Мы должны делать выводы из наших прошлых своих ошибок, изучать религию и готовиться, будучи независимыми ни от кого. Наша задача сегодня в каждом нашем народе создать легитимный орган управления. Это первичная задача для наших народов. Это велит нам наша религия и наша идеология. Иншаллах, если мы сможем создать единый орган управления ахлюль халли валь акд в каждом народе, и в дальнейшем, если мы строго начнем подчиняться вот этому маджлису, валлахи, я более чем уверен, мы не будем повторять прошлые ошибки. Сегодня то, что многие не верят, что нам дадут создать совет управления ахлюль халли валь акд, я это не принимаю, как бы серьезно не могу принять. Дадут, просто нету желания, не вижу я желания, чтобы мы хотели этого создать. Мы видим сегодня, пристроившись каким-то мискам, под какими-то протекторатами, под какими-то кураторами, каждый старается усидеть на том, на чем он оказался. И риска для себя как бы не создавать, как бы довольствуясь тем,
что вот в прошлом я какие-то шаги делал, какие-то усилия прилагал, с меня достаточно, с меня довольно. Я уже как бы свое отдал, мол, типа того. Много таких разговоров мы также слышим, да? Это все заблуждение. Когда мы говорим, что не сможем, когда мы говорим, что не дадут, мне напоминает это, вот я помню, в начале Второй войны, когда Юго-Западный фронт полностью, можно сказать, осиротел, выжившие в большинстве своем перебрались кто на лечение, кто на отдых на территории Грузии, Азербайджана. Я помню, что именно маленькая горстка людей, которые работали на равнине на тот момент, и когда в 2001 году Доку с братьями в количестве 27 муджахидов, когда вернулись на родину, когда мы начали оживлять Юго-Западный фронт, валлахи, я помню много раз случаев, могу поименно назвать этих людей, многие из них сегодня проживают в Европе, когда по просьбе Докки я уже на равнине посещал, находил этих людей, которые скрывались у родственников, там где-то у братьев, собратьев, у жены родственников, когда находил и начинал с ними разговаривать, что вот, лес оживает, что надо подниматься, что надо работать. Валлахи, из 100 случаев я не помню, чтобы один раз кто-то с этим как бы мне поверил и согласился. Все как бы удивлялись, мол, ты обманываешь, ты хочешь что-то там от себя, что-то предпринять, что-то оживить, но у нас нету сил, нету возможностей и так далее и тому подобное. То есть вот мне напоминает вот эта ситуация. И когда я через силу некоторых людей поднимал в лес туда к братьям, когда они уже лицом к лицу сталкивались с муджахидами в лесу, он удивленно примерно, поглядывая на меня, потом поглядывая на муджахидов, и тогда уже видя их воочию, и даже тогда верилось ему с трудом, что вот фронт ожил, что лес ожил, что муджахиды вернулись, что война продолжается. То есть сегодня такая же ситуация, я вижу, и среди наших народов. Мол, нам не дадут создать ахлюль халли валь акд, нам не дадут создать шуру, нам не дадут создать совет, нас будут преследовать, нас будут гонять, изгонять и так далее и тому подобное. Валлахи, я абсолютно в это не верю и абсолютно не имею никакой основания верить в это. А вижу только нежелание. Вижу только нежелание. А сегодня вот эти манкуты, самозванцы, которые пристроились к тагутским, кафирским мискам, они, соответственно, заявляют, что они хозяева положения, что мы стояли у истоков этой революции, что мы и в дальнейшем как бы должны управлять этими процессами. И мы сегодня видим, как внутри, на территории нашей Родины, допустим, за основу, если брать народ Чечни, Нохчи, и также вот среди тех дезертиров, булатов, которые оказались за пределами, вот одна в одну идет вот эта картина. Обеливание себя и, соответственно, обвинение в адрес своих оппонентов. Они обе, вот эти стороны, являются врагами искренних мусульман. Валлахи, биллахи, кто в это не верит, является большим глупцом, и его только может направить и исправить Всевышний Аллах. Сказано же в Коране, того, кого Аллах направит на истину, никто не собьет, а кого ведет в заблуждение, никто не наставит. Вот мы находимся вот в такой ситуации. А вот эти заявления в адрес искренних мусульман, от кого бы они ни происходили, валлахи, не имеют никакой основы, никакой почвы. Соответственно, им подобные в это верят, подхватывают, распространяют, раздувают. Соответственно, все площадки, что на телеграм-каналах, на YouTube-каналах и на других источниках, полностью зеленый свет
кафиры открыли все двери, чтобы они вот этот свой понос разносили во все концы, во все услышания. А людей искренних мусульман, можно сказать, практически сегодня не дают ни прохода, ни высказывания, ограничивают во всем, и в передвижении, и во всех других аспектах. Это сегодня ни для кого не секрет. Но от этого наше желание и наше стремление бороться за истину, распространять религию Аллаха, эти вещи на нас не должны влиять. И первым шагом для нас, к нашему успеху, является избрание нашей среди органа, легитимного органа из нашего народа. Пусть сегодня домашние люди, может быть, не смогут в этом участвовать, но тот контингент мухаджиров, который сегодня проживает за пределами нашей территории, обязан выбрать вот этот орган управления. И только вот это легитимный орган управления может делать заявление от лица чеченского народа, от лица мухаджиров и вести политику, с кем бы это ни было, и проводить ту политику, которая соответствует исламу, нашей религии, и основывается именно на Коран и Сунну, понимании наших праведных предшественников. Все остальное является заблуждением и ведет нас в гиену ада. Вот такая ситуация сегодня, в моем понимании, происходит вокруг нас, среди нас и около нас. И каждый сегодня, иншаллах, окажется на той стороне, которому он соответствует. Вот такие дела. Тут Ламру некоторые сообщения, я сейчас посмотрю, письменных сообщений нету, но, по-моему, на Телеграм. У меня есть вопрос. Давай. Тут нам прислали вопрос, я его озвучу. Давай. Так, ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату, Абу Хамза. Allah alış vol зиазума ишт тешпекка. Хотел бы, чтобы вы уточнили один вопрос, который в некоторых кругах братьев существует. Вопрос. Вы отказывались пойти на шариатский суд с Закаевым, и было ли такое, чтобы вас готовы были свести с ним, и что вы сказали, у вас с ним нет причин судиться по шариату? Могли бы вы разъяснить это подробнее, Аллах Исхай? Вот такой вопрос. Валлахи, Ламру, еще раз зачитай этот вопрос, чтобы я не допустил ошибку. Ламру. А я забыл микрофон включить. Вы отказывались пойти на шариатский суд с Закаевым? И было ли такое, чтобы вас были готовы свести с ним, и что вы сказали, у вас с ним нет причин судиться по шариату? Могли бы вы разъяснить это подробнее? Аллах Исхай. У меня был случай, что группа людей меня позвали на свой эфир, не эфир, а закрытый какой-то канал, и там предлагали помириться с Закаевым до того, для того, чтобы мы могли объединиться и вернуться домой. И все наши разногласия мы могли бы разрешить по шариату. На что я сказал, что у меня касательно Закаевым в политическом отношении каких-то шариатских разногласий, чтобы я с ним судился, у меня таких нету доводов. А касательно того, что он клеветал на моего брата и на его действия, примерно, я его вызывал на шариатский суд, на Мубахеля, куда он не явился, примерно.
Вот сперва пусть ответит на этот вопрос, в дальнейшем уже по факту будем выкладывать какие-то вопросы и как бы обсуждать эти вопросы. Вот в таком формате разговор был у меня. Если кто-то из присутствующих здесь задает этот вопрос, если это было по-другому, пусть выскажется. Я примерно знаю источник вот этого вопроса. Чтобы с Закаевым судиться по шариату, у меня такого желания на данном этапе нету, потому что Закаев шариатским судом признан зиндиком, выведен из религии Аллаха. А вот касательно его Бухтанова на моего брата, Доку Умарова, я Закаева вызывал на Бубахеля, куда он не явился. А я поклялся своей семьей, своей честью и всем остальным, что все, что Закаева наговаривает на Доку Абу Самана, является ложью. И если он имеет основу и доводы, пусть меня опровергнет. Я даже не закрыл за собой дверь на тот момент, когда он не пришел на Мубахеле. А чтобы Закаевым сегодня судиться в шариатском суде, по каким вопросам? Для того, чтобы примириться с Закаевым, я никогда в жизни не примирюсь с зиндиком, на котором стоит клеймо и печать, примерно, что он является зиндиком, что соответствует муртаду. Это человек, который вышел из религии ислама. И если кто-то хочет со мной это как бы осудить, оспорить по шариату, я и раньше заявлял, и сейчас заявляю, не надо вот эти пререкания вот в этих каналах. Любому, кто именно с этой целью хочет со мной поговорить, разобрать этот вопрос, я даю свой контакт, свой канум, пусть приезжает. Это страна, в которой я живу, всем доступна. Иншаллах, мы сядем и разберем вопросы, если таковые есть. А судиться Закаевым, Закаев осужден уже, зачем мне с ним судиться? Я его вызывал на Бубахеле ввиду того, что он делал бухтаны и рыбаты на моего брата, который не имеет никакой почвы, никакой основы. И куда он не явился, примерно. О каком шариатском суде я могу с ними говорить в дальнейшем. Вот такого как бы содержание был разговор. Я считаю, что этого будет достаточно для того, если кто-то в этом не разобрался. Был случай где-то не в прошлом Аль-Фитр, праздник Аль-Фитр, а позапрошлом празднике Аль-Фитр меня пригласили там наши братья, скажем так, назовем их братьями, ну, как бы к ним гости. И оказавшись у них в гостях, опять, как всегда, у нас доходит разговор вот касательно там вот этих моментов. Там были несколько человек, вроде бы являются муталимами, знающими. И в процессе разговора, когда у нас политические вопросы поднялись, когда касательно там мы заикнулись о зиндике Закаева, я говорю, насчет него у меня никаких разговоров нету, я разговаривать на эту тему не хочу. Для меня он, я враг Аллаха, враг религии, враг нашего народа. Человек, который вышел из религии ислам, является зиндиком, у меня с этим человеком, разговор конкретный, печать поставлена, пока меня шариатским хукмом знающие люди не переубедят в обратном. И там один из этих муталимов говорит, что недавно где-то состоялся у них, ну это где-то года 2 назад, состоялся какой-то эфир, куда был приглашен Закаев, и вот когда его спросили там касательно шариата, он сказал, я любой вопрос по шариату примерно готов решать с кем угодно, примерно, типа того. И он дает такой довод. Для меня этого достаточно, чтобы считать его мусульманином искренним и делать за него как бы дуа. Я говорю, а ты слышал, что я его на Мубахеле вызывал?
А он говорит, нет, я не слышал примерно. Там другой муталим говорит, не, я слышал, как ты не слышал? Ну, тот говорит, я не слышал. Я говорю, а ты знаешь, что касательно Зиндика Закаева выведен решение шариатского суда, следствие, которое длилось на протяжении 1,5 года, что он как бы выведен из ислама за его поступки, за его высказывания, что он является зиндиком. Ты знаешь, что есть такое решение шариатского суда, Кадием Имарата Кавказ, Анзором Астемири? Он говорит, нет, я не знаю. А этому человеку лет 45. Яру, слушай, Яру, ты знаешь то, что тебе нужно, то, что тебе нравится, то, что ты хотел бы знать. А то, что тебе не нужно и тебе не хочется, ты об этом не хочешь знать, Яру. Дальнейшие разговоры, Яру, на эту тему, Яру, давай закроем эту пластинку, Яру, не о чем говорить. И как бы поздоровавшись с ними, я аккуратно ушел с этой вечеринки, одним словом. То есть вот такие подходы у нас сегодня. То, что где-то там на эфире Закаев заявил, что он не против решения любых вопросов по шариату, для него это достаточный аргумент. А я, когда у него спрашиваю, вот он не пришел на Мубагиля, ты в курсе этого? Он говорит, нет, я не в курсе. А ты в курсе, что у него есть решение шариатского суда? Он говорит, нет, я не в курсе, первый раз от тебя слышу. То есть вот в таком мире мы сегодня живем, Ламру. Поэтому я считаю, что разговоры излишни. Шариатский хукм над зиндиком уже решен. И клеймо Тавро зиндика, я думаю, с него никто не снимет, потому что нет оснований его снимать. Многие меня попрекают, почему ты его зиндиком зовешь, почему не муртадом, он же муртад. Я говорю, ну, муртад, такого решения я не видел, но то, что он является зиндиком, шариатское решение у меня на столе, на рабочем. Я его иногда месяц один раз так открываю, чтобы не забыть, Яру, кто он есть на самом деле. Вот такой ответ у меня касательно этого вопроса. Абу Хамза, вот автор вопроса прислал еще комментарий такой. Я думаю, вы разъяснили этот момент, иншаллах, в этом будет польза. Allah имана исламе особо машуна наука нисван те барца бойлой. Вот такой Амин, комментарий. амин, 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 амин. Ну, вот азюк основа всему и вся. Нису антях, дин тях, шар антях, вай бартхлада. Тибал бартлёш, сома цанси, валлахи вац, иншаллах. Унельч, сейда харях. Сейн диеш деги, со тиеш веги, со беш бол нахи, со виеш бол нахи, охнаука. Суахдак Эстамбул. Тахан можно сказать, суаната гönda хаш, егергер сагах, я непосредственно сейса мокдош бол нах. Тахан сабиссабат, охнаука, кичнаука, вел, ديل دين دحل ولا سو تل ولا نقيرش دينا بيسن الله يديوش سو استح ستور نيسور تتح سو تشق واقر إن شاء الله. Ламру, если у тебя других вопросов нету, я еще намаз не делал, с твоего позволения, сделаем дуа и как бы завершим сегодняшний эфир, иншаллах. Пусть Аллах будет делать его полезным для нас всех и для тех, кто услышит в дальнейшем. Амин, амин. Добро? Да, Абу Хамза. Читай дуа. Алхамдулиллах. Саллату вассаламу аля расулиллах. Мы просим Аллаха, чтобы Он облегчил положение искренних мусульман, ученых наших мусульманских, чтобы все те, кто находится сегодня в тюрьмах, кафиров и тагутов, чтобы Аллах скорейшим образом их вернул и освободил, вернул свои семьи. Мы просим Аллаха, чтобы Он освободил всех пленных мусульман. О Аллах! Также мы просим Аллаха, чтобы Он облегчил страдания наших братьев там, где идет джихад, где идут войны. В первую очередь это в Газе и в других регионах всего мира, где братья по вере сегодня ведут джихад против кафиров,
против муфтадов. Мы просим Аллаха, чтобы Он простил наших родителей, наших шейхов и каждого, кто имеет над нами право, и оказал им благо, иншаллах. Мы также просим Аллаха, чтобы Он сохранил потомство мусульман и спас их от смут этого времени, о Аллах. Мы просим Аллаха, чтобы Он даровал праведное руководство, праведное управление для нас, мусульман, при котором мы, мусульмане, искренние мусульмане, будем возвеличены, будем приближены к Аллаху, и наши враги будут унижены. И мы будем жить и править шариатом. Просим Аллаха, иншаллах. Также просим Аллаха, чтобы Он даровал нам благой конец, хорошее завершение нашей жизни через самые любимые деяниями для Аллаха, иншаллах. Мы просим Аллаха, чтобы Он удостоил нас садов Фирдауса без расчета и без предшествующего наказания, как для нас самих, так же и для наших братьев, наших родителей, наших любимых, наших шейхов и всех, кто имеет над нами право. Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, его семью и всех его сподвижников. Субханака Аллаху ва бихамдик, ашхаду ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху.